Алексей Михайлович, 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию. Как граждане могут в нем принять участие? Так, добрый день, дорогие телезрители. Действительно, как вы все знаете, 1 июня президент России Владимир Владимирович Путин издал указ о назначении даты общероссийского голосования, где граждане будут решать вопрос об одобрении поправок, вносимых в Конституцию Российской Федерации. Что касается второй части вашего вопроса, кто может принимать участие? Согласно закону, в голосовании могут принимать участие все граждане, достигшие возраста 18 лет, за исключением двух категорий, то есть лиц, признанных судом недееспособными, а также лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы согласно приговору суда. Какие задачи стоят перед Центризбиркомом Республики? При данном голосовании, как и на любых выборах, хотя это общероссийское голосование не относится к выборам, перед комиссиями стоит первостепенная задача обеспечения именно достоверности и легитимности итогов голосования. Поэтому с этой целью у нас для граждан будут созданы максимально удобные условия, обеспечивающие доступность и безопасность именно участков для голосования. Кроме того, ежедневно уже начал работу ЦИК России, информационно-справочный центр, многоканальный бесплатный телефон, по которому граждане могут позвонить и узнать любые интересующие их вопросы по телефону 8 800 200 2020. А сколько избирательных участков будут работать в нашей республике? У нас всего планируется, что будут работать 799 избирательных участков. Из них 791 участок – это постоянные избирательные участки и 8 временных. Это 3 избирательных участка на полярных станциях, 3 в горнодобывающих предприятиях и 2 крупнейших медицинских учреждениях нашей республики в городе Якутске. И какие меры безопасности на фоне пандемии будут предприняты в избирательных участках? Вы все знаете, что сейчас, на фоне пандемии везде принимаются меры безопасности. Не исключением будет и данная кампания, то есть именно кампания по проведению общероссийского голосования. Президент России Владимир Владимирович Путин, издавая этот указ, сразу призвал именно, что главной задачей избирательной комиссии является обеспечение безопасности для здоровья и для голосующих, и для членов избирательных комиссий. Поэтому с этой целью мы принимаем все зависящие от нас меры, которые рекомендованы нам ЦИК России совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации. То есть в данном случае все участники голосования, также члены комиссии и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, то есть масками, перчатками, еще будут и санитайзерами. Кроме этого, помещения для голосования будут регулярно дезинфицироваться, подвергаться санитарной обработке. Кроме того, при голосовании будет обеспечиваться санитарная дистанция на расстоянии 2 метров друг от друга голосующих граждан, а также будут приняты меры, чтобы вход и выход для голосующих были разными, то есть чтобы потоки граждан голосующих не пересекались.
Какая работа была проведена в Центре избиркомом Якутии в рамках подготовки к голосованию на сегодняшний день? И хватит ли времени на подготовку? Осталось ведь меньше месяца. Да, времени мало осталось, но тут следует учесть то, что первоначально-то планировалось проведение общероссийского голосования 22 апреля, но тут вмешалась пандемия, поэтому президент России принял решение о переносе даты голосования на 1 июля, и поэтому мы подготовительные работы уже начали в феврале месяце. Поэтому мы смело можем гарантировать, что все необходимые подготовительные работы мы до 1 июля проведем. То есть мы за это время заново формировали списки территориальных и участковых комиссий, формировали резервы, проводили подготовительные работы с территориальными и участковыми избирательными комиссиями и органами местного самоуправления, чтобы органы местного самоуправления обеспечивали, и органы государственной власти, обеспечивали наши комиссии необходимым оборудованием, оргтехникой, компьютерами, средствами связи, резервными помещениями и резервными источниками питания и транспорта. Поэтому весь этот комплекс работ нами проводился. А также я еще упустил то, что в любых выборных кампаниях, хотя это не выборная кампания, но все равно аналогично проводится по многим параметрам эта кампания. Здесь тоже будет досрочное голосование для труднодоступных и отдаленных местностей, для охотников, рыбаков, оленеводов, геологов, работников метеостанций и так далее. Поэтому мы эти маршруты уже тоже разработали. Вот такая подготовительная работа была проведена. А будет ли применен механизм голосования по месту нахождения, иначе говоря, мобильный избиратель? Как многие знают, этот так называемый механизм мобильный избиратель был впервые опробирован 18 марта 2018 года, то есть позапрошлом году, на период выборной кампании президента Российской Федерации. И тогда как раз впервые граждане получили возможность голосовать не только по месту своей прописки, то есть регистрации, а также по месту фактического своего нахождения. И таким образом, тогда, в 2018 году, у нас проголосовали 60 600 человек. То есть это почти 10% всех избирателей нашей республики. Поэтому этот механизм показал свою действенность, и действительно поэтому и на этот раз этот механизм тоже будет нами применен. Что касается сроков именно подачи заявлений, желающих голосовать, используя данный механизм, сроки там такие. Можно, начиная с 5 июня подавать заявление в территориальные избирательные комиссии, МФЦ или ЕПГУ, то есть единый портал государственных и муниципальных услуг, то есть через интернет. Кроме этого, с 16 по 21 июня также можно будет подавать аналогичные заявления можно будет подавать и участковые избирательные комиссии. А будет ли проводиться досрочное голосование? Досрочное голосование, я сейчас немножко про это говорил, да, досрочное голосование – это понятие, которое используется для голосования жителей, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях. Они могут голосовать, как и в других случаях, не ранее, чем за 20 дней до
дня голосования, то есть не ранее 10 июня. Так что и на этот раз тоже будет досрочное голосование. Маршруты, как я уже говорил, уже разработаны. Всего мы намереваемся охватить 500 таких местностей, где проживают и находятся около 8 тысяч голосующих. Ну и если так взять по территориям, то это получается, эти местности расположены в подавляющем большинстве районов республики, то есть, если быть точным, в 28 районах республики. И что нужно сделать, чтобы голосовать на дому? На этот раз, вот как раз как я уже говорил, в целях исключения распространения коронавирусной инфекции принято решение руководством организовать голосование в течение 7 дней. То есть это уникальный случай. Можно в течение 7 дней, начиная с 25 июня, голосовать и в помещениях избирательных участков, если правильно говорить, участков для голосования, и вне помещения избирательных участков. Ну, попросту народному говоря, на дому. Да? Это делается с той целью, вот именно тоже в целях безопасности, чтобы рассредоточить, чтобы как можно меньше граждане контактировали друг с другом. И поэтому, начиная с 25 июня фактически начнется голосование уже в избирательных участках и на дому. Желающие голосовать на дому, у кого нет возможности, кто-то болеет, кто-то другие уважительные причины есть, но и эти причины уважительными или нет, будет определять участковая избирательная комиссия в каждом конкретном случае. И они будут выезжать на дом. И если этот человек, допустим, не может покинуть свой дом, то будет организовано для него бесконтактное голосование. То есть ему члены участковой избирательной комиссии вручают пакет, в котором содержится бюллетень для голосования, заявление и защитная маска, перчатки и авторучка. И после этого, получив этот пакет бесконтактным способом, гражданин заходит обратно в свою квартиру, там заполняет бюллетень и после того выходит и возвращает этот бюллетень, то есть его сам же вкладывает в переносной ящик для голосования. Алексей Михайлович, а где можно ознакомиться с предложенными поправками к Конституции? С предложенными поправками к Конституции можно ознакомиться многими способами. Эти поправки имеются и на нашем сайте Центра избиркома Якутии, и на сайте ЦИК России, и имеется в специальном сайте, который называется Конституция 2020 rf.ru. Там тоже они имеются, ну и по радио и телевидению постоянно идет разъяснение сути этих поправок. Ну, с самими поправками также текстуально можно ознакомиться в правовых информационных системах «Гарант» и «Консультант Плюс». Кроме того, также можно ознакомиться в самих избирательных участках, где на стендах будут висеть и действующая Конституция, и поправки к нему. Что бы вы хотели пожелать нашим гражданам в связи с общероссийским голосованием? Да, вот я хотел бы напомнить, что это общероссийское голосование, это не выборы, но здесь тоже такой же принцип, что никто принуждать не вправе участвовать или не участвовать в голосовании. Но я хотел бы призвать дорогих якутян принять активнее участие в этом голосовании. Как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что принятие этой Конституции является именно
основным законом основным законом государства, в котором заложены основы нашей жизни не только нас и наших детей сегодня и в будущем, и в нем же заложены новые юридические гарантии в социальной сфере, образовательной, медицинской, ну и в сфере международных отношений. Поэтому я вас призываю принять активное участие в этом важнейшем событии для нашей страны. Спасибо.